тяжело не когда ты сидишь, а когда твой ребенок сидит. Өзіңіз таныстырып жібересіз ба? Приметов Аржол Уразбаевич. Кіріңіз. Алимұрат, өзіңді, уалейкум ассалам, өзіңді таныстырып кетсең. Менің есімім Ибраимов Алимұрат Абдужалилұлы болады. Я бывший участник группы Mad Men. Қарсы алыңыздар сахнада Mad Men! Сейчас ныне сижу в зоне, в тюрьме. Срок 16 лет. Осудили меня по наркоте и по организационной преступной группе. Участников популярной среди казахстанской молодежи Q-pop группы Mad Men задержали за изготовление и сбыт наркотиков. Меня зовут Сагнаев Диас Имжанович. Мне 24 года. Я сижу на зоне, в тюрьме уже больше 4 лет. Статья 297 часть 4 и 262 часть 2. 262 часть 2 это ОПГ. Организованная преступная группировка. Вот. Я прохожу по делу Mad Men. Вот. Если вы не знали. Вот. И мой двоюродный брат тоже проходит по этому делу. Ассаламу алейкум, меня зовут Руфат, Максимов Руфат Батуринович, 2001 года рождения, мне 24 года. Также осужден по статье 297 часть 4, 262 часть 2. Также прохожу по делу группы Mad Men. Так, Mad Men деп айта кеттің. Группа Mad Men болған болатын осыдан 4-5 жыл бұрын. Өте қатты бір хит болған кездерің болды. Әлі де көбісіне қызық. Жалпы жаңалықтардан ғана айтылды, осындай нәрсе ғана болды деді. Бірақ оның ашып, қалай болғанын, не болғанын, немесе жаңағыдай жалпы не болды дейтін сұрақ қой, халықтың атынан қойылатын сұрақ. Да, вот с момента того, как нас посадили, не было возможности как-то либо выйти на связь, на свет, да. Да, я осознаю, я какое-то время употреблял, да. Моя ошибка, моя вина. У нас 7 подельников было в деле. Часть из них изготавливали, хранили эти вот вещества, наркотики. Но половина из нас это все лишь какие-то подопечные. Ну, там просто ребята, которые употребляли. Ну, не все знали на данном моменте, что вот эти же подельники, которых, ну, даже половина, честно говоря, мы даже не знаем. По делу вот 7 человек прошло, половина из них я, допустим, не знаком. Так, жаңа біз бір момент айтып кеттік, жаңалықтардан шығып кетті, что жаңағыдай Mad Men группасы бойз бенді осындай ұсталды деген сияқты. Бірақ ол жерде группада тек сен ғана. Қалған жігіттер қазір бостандықта жүр. Бәрі болады, иә. Барлығы бостандықта жүр. Жалпы да неге типа группадан неге сен ғана, неге болай болып, жалпы себеп не болды бұл нәрсеге келуге? Просто қызық өте. У нас есть главарь по делу, получается, главарь преступной группы, он был и моим продюсером, получается. Кстати, Хван Руслан, его тоже в новостях показывали, вот он со своими друзьями занимались этим. Всем привет, я Хван Руслан, я в составе жюри. Мы выбираем лучших из лучших. Этих его же друзей мы с ними не знакомы вообще никак. Продюсер на сендер тарттыға жұмысқа, иә? Ну мы, как сказать, не на эту работу, мы с ним просто употребляли, но мы не знали про эту работу вообще. В моменте, вот, когда мы употребляли, мы не знали об этом. Это за нашими спинами проходило, мы об этом не знали вообще ничего. А вот из-за того, что я был ближе к нему, у меня с ним телефонные разговоры были.
Где-то там я с ним говорю, что там, может, встретимся, что, может, там посидим, что делаете. За то, что у меня близкий с ним контакт был, у меня было дружеское с ним отношение, меня с ним соединили. Смотри, енді қазір халыққа бір нәрсе қызық болып отыр, және маған да. Жалпы сен жаңа айттың, продюсермен мен жақсы араласып жүрдім, и мы вместе употребляли деп айттың. И получается, қазір бүйтіп ойлауы мүмкін, уақыт келе сен білдің то, что сондай нәрсемен айналысып жатқанын, иә? И бірақ сенде выбор болды ғой деуі мүмкін. Типа кетіп қалуға сол жерден. Например, сендердің группаларында бір жігіт тиктокер болып кетті. Иә. Атын білмейді. Рахат сол жігіт. Типа сұрауы мүмкін да, сенде выбор болды ғой, сен типа жақсы араласып жүрдің продюсермен, и ты узнал, что там вот эти моменты, и там кетіп қалуға болатын еді деген, и не ұстап қалды. Он ушел не по этой теме, у нас была своя личная перепалка, которую я не мог говорить, и поэтому ушел. Дело было даже не в этом, у нас какой-то личный момент между друг другом произошел, и поэтому он ушел. А по поводу этого момента, ну, мы просто, честно говоря, хоть мы были, да, на таких формальных отношениях, типа продюсер, а так, ну, я всех их воспринимал как братьев своих, как друзья, ежи, и типа вне зависимости, что они делают, допустим, как они, что они, типа, я буду с ними до конца. Ну, как сказать, я чуть-чуть был наивным, да, в этом плане, детский такой взгляд, ну, потому что я с ними рос, весь мой осознанная жизнь, ну, с 15 лет я с ними жил, я с ними кушал, я с ними разделял хлеб, я с ними разделял стол. Все мои вот осознанные счастливые моменты были с этими пацанами. Я строил с ними планы, я строил с ними будущее, у нас были общие мечты. И вот это, как сказать, приближенность, да, вот этот, ну, сильная была друг у друга у нас. Поэтому что-то где-то даже, если он где-то ошибается или что-то он делает, ну, типа, я его поддержу, я лучше буду вместе с ним. А вот именно про то, что где-то изготовление было, мы не знали. Да, мы употребляли. Ну, такое все бывает, да? Где-то я сейчас осознаю, было время уже подумать, я уже 4 года сижу. И вот было много времени уже так вот поспоминать, что я делал в прошлом, как я мог поступить, что можно было сделать вообще, и как было поступить иначе. И сейчас осознаешь, ну, типа, была действительно ошибка это. Сіздер жалпы қазір көрермендер сұрауы мүмкін, бұл жігіттердің Мадменға қандай, как они связаны с Мадменом? Можете объяснить? Мы, типа, вы солисты группы или деген сияқты вопросы? Нет, мы работали в MM Entertainment Project, хореографами работали. Там в студии была танцевальная студия. Вот там мы работали хореографами. Я туда пошел танцевать в 2017 году. И через полгода начал уже преподавать. И вот в дальнейшем также познакомился с ребятами там. И начал участвовать с ними на концертах, на подтанцовке у них был. Также преподавал там. Мадменнің билерін қойып жүріңіздер, клиптарына? Нет. Да, у Мадмен есть свой хореограф, который ставит им танцы, и они в основном сами ставили танцы, хореографию свою. Мы участвовали в том, что мы были хореографами в студии учеников. Как начался этот путь вообще? Связь с кем был? Как устроился вот эта связь? Или кто-то виноват к этому, или сами деген сияқты, сол сияқты ашып толығырақ айтып берсеңіздер. Өйткені әркімнің өзінің правдасы бар, у каждого своя правда. Своя правда. У каждого, да, есть своя правда же. Да, я хочу вашу правду слушать, и думаю, все хотят. Как сказать? Вот сюда привело это твое поведение на воле. Да, мы не белые пушистые были. Мы употребляли наркотики, я это осознаю. Я где-то 1,5 года был уже посажен на этот мефедрон. Вот. Как я вообще подсел на него, это, ну так, ходит там вечеринки, ты невзначай там один раз попробуешь, и незаметно, короче, туда зайдешь, и все, ты уже зависим. И вот так я уже туда попал, и со временем, когда уже чаще начал употреблять, я уже стал очень сильно зависимым. Тоже, да? Сондай ответ ходит? Ну, нет, у меня чуть по-другому было. Ну, также я пришел к этому в ходе вечеринки, тоже первый раз попробовал там, и тоже меня занесло. Но после этого я решил бросить, короче, и ушел в армию. В армию? Да, я отслужил год в армии. А где служил? В десантно-штурмовых войсках. Отслужил, дебильнулся, и через 4 месяца меня опять закрыли. Меня вот закрыли по вот этой делеге. Но при том, что я дембельнулся и также пошел на это опять же. Почему? Потому что окружение, наверное, такое было, поэтому. Ну, это страсть. Вот это.
Стресс? Ну да, к тому, то, что к наркотикам, то, что зависимость сильно. Страсть почувствовать это еще раз. Вот это, Да, вот это эта ощущение, эйфория, вот эта эйфория, да. Менде просто еще такой момент. На этот творчество виновато или окружение? Больше окружения. Больше окружения. Да. Мгм. Конечно. Ну, никому не пожелать такое. Вот это 100%. Каждого хочется оберечь от этого, наоборот, даже. И я каждому советую вообще не пробовать это. Это, как сказать, грубо говоря, фигня, это же полная чушь. Это наркотик, это не то, что нужно вам уже. Лучше стремитесь, делайте то, что вы хотите, то, что вы мечтаете, делайте вперед, идите вперед. Вот. А вот этот наркотик, он способ будет назад. Я на своем опыте знаю, просто я когда начал достигать своих целей, и потом связался с наркотиком, и я просто начал отходить уже назад. Просто шаг за шагом я от цели назад, еще раз назад, еще раз назад. И уже что я достиг, я уже потерял. И еще стал зависимым. И в итоге, ничего в итоге не поймал. Поймал только срок. И все. Срок сейчас у вас Срок у меня 15 лет 3 месяца. 15 У брата тоже. Да. Тоже 15 лет. То есть сіздер қанша жаста отырдыңыздар? Меня посадили в 20 лет, мне сейчас 25 уже почти. Вот в следующем месяце уже будет 25. Ну, видите, в основном ведь, молодежь почему сейчас употребляет наркотики? Это типа круто. Ну да, типа это Многие, круто, да, это считают типа это круто, да, тренд, типа они не знаю. взрослые, да. И в основном это легко доступно. Подростковому Типа, я буду возрасте. решать Я свою жизнь, прав, что я буду делать. Я сам это сделаю. Типа никто не заметит, ты послал барлығы, никто не заметит, только я. Вот видишь, в этот моменте то, что многие подростки сейчас же на это подсаживаются и не слушают старших. Вот я сколько сижу здесь уже и понял то, что надо слушать, прислушиваться старших. Они говорили, это нельзя, это делай, то не делай, вот так вот примерами. А мы вот так рукой махали, типа, да что он говорит, я лучше знаю, это моя жизнь. Здесь, естественно, моя ошибка, да, в том, что я вот поддался этому, да, то, что я употреблял это. Сейчас мне дали 16 лет сроку. Я не считаю, что я сделал что-то либо такого, что мог получить за этот такой большой срок. За убийство дают 8 лет, на самом деле. И вот 4 года проходит, и ты вот думаешь, что это вполне достаточно, я же. Тем более оглядываешься вот так вот по сторонам. Я же здесь же, уже много же людей же видел. И с разных регионов сюда приходят люди. И в основном вот те, кто заезжает по нашей же статье, это в основном молодежь. Вот, допустим, у нас в лагере 1000 человек, из них вот 400-500 человек это чисто молодежь, которые сидят по наркоте. Это вот, может, 10% из них взрослые люди, да, 30 лет, 40 лет, кто-то осознанно делал. Да. А в основном вот обычные пацаны, лет 18, 19, 20, да, это им сложно было. Кто-то просто под влиянием взрослых, да, на такой момент пошел. Кому-то деньги нужны были, да. Да, хватает 4-5 лет отсидеть молодому пацану, да, чтобы переосмыслить, переосознать, оценить, что и как ты сделал. Поэтому, вне зависимости, какой-то совет хотел бы дать людям, что вот за каждую какую-то ошибку ты по-любому получаешь. То, что ты сделал своими руками, допустим, да, тоже поднимешь свои шеи. Даже на казахском такая пословица, да, есть. И быстрых денег по-любому не будет и не бывает. Нужно по-любому трудиться. Допустим, все, что ты сейчас имеешь, это все от твоих каких-то маленьких действий. Ну, вот, значит, эти действия привели меня сюда, в это место. Менің группаласым осы сұрақты қойған болатын недавно маған. Сенің арман мақсатың сені адастырады деп ойламайсың ба дейді да. И сен солай ойламайсың ба, типа арман мақсатым мені адастырды, немесе мына жерге алып келді. Не надо было заниматься творчеством. Зачем мен келдім вообще, жаңағы ортаға деген бір өкініштер бола ма, сожалениялар? Надо подумать. Ну, честно сказать, вот так вот, когда много времени есть, подумать, да, когда вот по-любому на воле много же сделал, да, ты то делаешь, ты это делаешь, музыку слушаешь, с тем общаешься, здесь общаешься, людей много, везде информации много, допустим, да, ты о таких моментах не думаешь, а здесь ты думаешь обо всем, потому что времени у тебя полно. Ты читаешь. Да. Вот так вот по закулкам своей памяти прошлого ходишь, начинаешь с детства, короче, полностью, и все обдумываешь. Ну, что сделано, то сделано, зачем жалеть? Ты хотел в тот момент, я сделал как правильно, хотел стать, допустим, певцом, пойти к этой мечте, допустим, да,
Ты где-то должен был проверить, допустим, да? Может, где-то нужно было по-другому поступить. Но на тот момент, значит, ты... Ну, именно момент, да, допустим, по поводу этого, что вот, по поводу выступлений, танцев. Момент был, сделали, ну, получилось. Бірінші прям, самый первый мысль, который вот кірді ұстап алды и типа, когда нет, срок дали же, дах, вот, 16 жыл дедің ба? 16 жыл. Но я в тот момент думал о своих родных, потому что это было онлайн. Срок дали всем срок, сказали, короче. И, ну, родители все стоят вот здесь вот на камерах. Ну, я же как Zoom или как Skype, помните же, такие видео же были? Вот так вот смотришь на старания родителей, на их переживания, их слезы, и думаешь, нужно, ну, нормально себя же показать, нормально продержаться и, типа, искать хорошие слова. Не было времени, я думаю, типа, о, мне дали 16-летний срок. Я больше думал о родных, как они отреагируют. Моя мама была за кадром. Для нее это был шок. И я не хотел сделать ее еще больнее и еще хуже. Ну вот сколько я сижу, приходит, плачет, да, допустим, каждый раз. И в начале, и в середине, и в конце. В любом случае, когда я начинаю затрагивать эту тему, ну и плохо, да. Ну, естественно, мать. Да. И я ни разу еще не показывал, ну, такую слабость в ее сторону. Слабость? В плане, ну, типа, чтобы она не подумала, что мне здесь плохо, да, что мне здесь трудно, или ее нагружает. Ну да, по-любому, ол ана дейтін баласын бәрібір де уайымдайды ғой, енді мынандай моментта. Сен айтып жатсың жаңағыдай, мен өзім жақындарыма көрсетуге болмайды, өйткені я не хотел делать им больно, чтобы, то есть мне вот маған қиын болып тұр деген көрсеткен сайын олар қиналады. Бірақ сенде бір по-любому бұл жерде бір момент болған шығар, өзің бір жеке қалған кезде прям жестко бір жылаған сәт. Не, вообще. Ну, он как будто бы ты не можешь в это поверить. Ты какую-то пленку такую покрываешься, видишь, от реальности. И не слышишь людей. Вот так вот, короче. Типа, да, вот какая-то такая пленка была, видишь же. Ты вот между сам собой, ни эмоций, ничего, просто типа осознание, да, пытаешься осознать, и ты не слышишь, что говорят. Ну, такой момент, чтобы ты понимал, к тебе никто не подходит. Ну, по-любому, 16 лет сроку. Приходишь, ты говоришь, мне срок дали 16 лет. Ну, тебе никто не подойдет. Ну, так, чисто, чтобы... может, хотят поддержать, но не поддержат. Ну, лучше пусть сам лучше со своими мыслями побудет. Какую-то в пленку вматываешься, короче, типа, действительно, само это произошло. Так вот оглядываешься, смотришь на эти стены. Везде что-то написано. Этот написал что-то 10 лет назад. Срок не ретина, тюрьма, не могила. Такие моменты. Ну, сейчас оглядываешься назад, ну, смеешься чуть-чуть. Ну, надеюсь, и в будущем сейчас вот выйдем, буду вот так вот вспоминать все это прошлое с улыбкой. Ну, как у меня было, я зашел в свою камеру, мне мои сокамерники говорят, что, сколько поймал? Я просто молчу, пацаны же. Они еще раз, я говорю, 15 лет 3 месяца, говорю, поймал. И они даже ничего мне не говорили же, они уже, я поникший, и у меня настроения нету. Я просто залез на свою кровать, повернулся, и тогда уже начал осознавать же то, что я, короче, надолго заехал. Вот. Тогда вот пришло у меня сознание. Я не знаю, как у тебя, но у меня так. Так же было. Сіздер қазір осы жақта 4 жыл, иә? Да, уже 5-й пошел. Осы 4-5 жылдағы түсінген самый главный нәрсе. Ценить ценность. Ваши, то есть о чем вы думаете перед тем, как спать, когда просыпаетесь, когда остаетесь наедине с собой? Внутренние ваши чувства, потому что... Ну, надежда по-любому есть. И каждую ночь ты думаешь, может, скоро получится побыстрее вернуться к родным и близким. Ну, лично у меня такая же. Ну и когда наедине остаешься, тоже такие мысли. Надежда по-любому есть. Надежда умирает последней, и ты все равно веришь. А ты, брат? Ну, я, в принципе, так же. Я задумываюсь также постоянно перед сном. В основном я благодарен Аллаху, то, что этот день я прожил. Благодарю его. И прошу прощения за все то, что я делал, чтобы он просил мои грехи. Ну, и также надеюсь на то, чтобы побыстрее выйти отсюда. Вернуться к своим родным, к жене. И также очень сильно переживаю за тех ребят, которые только сюда приезжают. Ну, молодые ребята прям. Как ты... Вот, вообще, әңгіменің түйінінен, что я понял, больше всех жалко родителей, реально. Больше всех жалко родителей. И себя-то, конечно, убиваешь, употребляя это. Но ты убиваешь еще других. На жақта бір жас бала бар дейді, короче, молодой. Он только 3 дня занимался, там, закладка тастап.
через 3 дня, короче, посадили его. Там срок сколько лет? За 10 лет. 10 лет, да? Мгм. Ол қайда, где едің? Ол жерде дедім или там басқа жақта дедім? Только здесь, да, в Казахстане или как? Ну, здесь, знаете, Я просто не знаю, честно. как... Еще раз говорю, здесь 400 человек, в общем, 1000 человек, да, из них 400 это по наркоте, по 297. И 400. половина из них закладка. Вот ты закладки оставил, тебя задержали, все отправили. Все, 10 лет, все, приехал Смотрите, на зону. 400 адам за наркоту, да, здесь Да. сидят? Примерно, я говорю же. Да, примерно. Да. А сколько процентов там молодежь? И сколько лет им? Ну, например, 300 молодежи и 100 там взрослых. В основном молодежь сидит. Ты рассказал, с 15 лет с пацанами, Мгм. гулял, ходил, близкие. А ты можешь поделиться, как все познакомились? Короче, когда я в студию пришел, уже студия была создана. Это был 15-й год. До этого еще студия была танцевальная студия, короче, MM называлась, MM Production. Там уже просто, как они выступали на халтурах, да, ребята. Ну, студия маленькая была. 2 маленьких зала, короче. Человек, может, 80-90 человек всего лишь было, же. Тогда это движение только-только начало даже продвигаться. Хотел, что начали там корейские песни слушать, после там каких-то определенных сериалов. И через год студия начинает еще больше, да, набирать обороты, больше людей начало приходить. И продюсер думает, да, еще пацаны тоже все молодые. Куда в Чайковском, допустим, я же учится, умеет петь, он предлагает, давайте клип выпустим, давайте песни будем выпускать. И на этом фоне, ну, такие, просто обычные ребята были 15-16 лет, которые хотели выполнить свою мечту, какую-то идею свою сделать. И мы это сделали. Ну, конечно, с таким образом, да, чтобы привлечь свое внимание. Ну, кто будет слушать 15-летних пацанов, сами вы думаете? Вот так вот внимание мы привлекли и стрельнуло, короче. Потом думали, о, ничего себе, можно, оказывается, и так чуть-чуть поработать, да? Потому что еще тут какой-то небольшой плюс был. Нас люди знают, и еще больше людей к нам приходят и доверяют. Допустим, родители смотрят по телевизору, ну пусть походит, поедет, допустим, дочка, сын, да? И тем самым и студия нарабатывалась. Братья до конца деп араласатын балдар сенімен қазір араласа ма? Правильный вопрос. Да, я, допустим, заехал, мне дали срок. Да, у меня стало еще меньше людей, намного меньше людей. Но я узнал, какие... Ну, круг сузился намного, да? Из этих 5 человек только, мне кажется, один со мной. Да. Ну, из 5-4. Один со мной, вот, и он где-то помогает, пишет. А группаның балдарына негізі ренжисің ба кейде? Или вообще ойламайсың баларды? Вообще не думаешь? Ренжу, обида, ештеңе жоқ. Зачем? Не вижу в этом смысла. Пусть живут своей жизнью, я буду жить своей жизнью. Это пройдено же. Мы все совершаем ошибки. Кому-то повезло меньше, кому-то больше. Но мне повезло меньше. Но они в этом никак не виноваты. Да, типа, с дружеской точки зрения, ты должен был помочь, да? Написать хотя бы. А вот я вот, допустим, 4 года сижу, никто, ну вот, один человек написал, допустим, со мной, да, а вот остальные ни разу не написали. Пока я там на следствии был. Не знаю, может, испуганный, напуганный, может, тоже, типа, заедут. Ну, честно сказать, я же говорю, все настолько тонко было, что каждый мог заехать. Еще раз говорю, мне просто повезло меньше, им повезло больше. Енді менің саған қойғым деп тұрған сұрақ, жалпы қазір артқа қарай қайтсаң айтып жатсың ғой, мен көп моментте өзімді ойлаймын, артқа қайтамын, там детально ойлаймын, уақыт көп ойлауға деп. Артқа қайтсаң, вообще в целом не өзгертер ең? Вот я, допустим, сижу и вижу уже много таких людей. Так, ну, допустим, я сам по своему примеру, или по примеру ребят, которые, допустим, рядом со мной, да, такой срок получили. Ты по-любому, да, пожалеешь об этом. Ты по-любому получишь то плохое, то, что плохое ты сделал в любом случае. Қанша уақыт ты употреблял? Ну, чуть меньше года, короче. А были моменты, типа, тастап кетем? Ну, было такое время. Типа, я вот какой-то по определенному периоду, допустим, вот я считаю год, какое-то время я употреблял, потом несколько месяцев этим не занимался, да, вот так вот. Ну, там тоже по финансам уже ясно же дело. Мы хоть и артистами были, но много денег не зарабатывали, да. Я же говорю, там, допустим, могли просто хлеб поесть, да, на завтрак. Такое тоже бывало. Вопрос. Бағана сен айттың, если артқа қайтсам, мен вообще басқа путь таңдайтын едім дедің. Енді бұйырса сен осы жерден шыққаннан кейін план қандай, немен айналысасың? Ну, это будет точно не творчество, потому что, опять-таки, это была просто возможность в то время, да. Взяли, спотолчились, пошло-поехало, да. Но не было осознанным выбором.
Надоело уже танцы плясать и песенки петь же, на самом деле. Это, ну, я чуть творческий человек, потому что, ну, осознанно в свое время я в основном там был. А так, по факту, ну, лучше чем-то более серьезным делом, да, же заняться. Ну, вот так. По-любому это, и у меня будет меньше времени, и вот в тот период, который сейчас я прохожу, 4 года просто вот в унитаз, да, ушло. Время для меня остановилось, на самом деле. Вот. Я вот как 20-летнему заехал, мне до сих пор 20 по психологически, на самом деле. Сколько мне еще сидеть, я не знаю, может там 3 года, может 4 года, либо 6 лет даже. Неизвестно, у меня будет очень мало времени, мне нужно быстрее что-то решить типа, и заработать, подготовить. У меня мать, в будущем жена, у меня сестры есть, да. Я хочу себе, ну, тоже побыстрее все успеть, потому что мне 24-30 будет, да, когда я выйду. Это тоже же ничего таких, прикинь, целые 10 лет, целое поколение я потерял. Когда все другие наработали, все другие на ноги встали, да, кто-то уже там бизнес себе открыл, кто-то там каким-то человеком стал, наша молодежь что-то даже в блогерством, да, двигается, через ТикТок как-то продвинулись. В общем, каждый что-то как-то пытается сделать и сделал, да, и еще сделает в ближайшее время, пока я буду сидеть. Я не хочу время терять. Я знаю, что это будет трудно. И зачем? Просто уже как-то даже сам 30-летний пацан сам подумал, будет сейчас тут песенки петь, танцы танцевать, волосы красить, сережки делать. Это же смешно, по идее. Ладно, я был молодым, да, типа так, надо было. Ну, компания была такая, типа, чтобы привлечь внимание, да, базару нет. Ну, по факту. И вкус у самого не такой, да, и уже сам я не такой человек. Ну, я в зоне побывал. По-любому чуть-чуть очерствеешь после этих трудностей, после этих тяжестей. Енді сен бұйырса шыққаннан кейін вообще бірінші очередь не істейтін едің? Не істегің келетін еді бірінші очередь сразу? По-любому буду с родными своими. Схожу в гости к своим близким, друзьям, кто мне помогали. И сразу же буду искать работу. Что еще делать? Какого-то прям такого есть же, месяца нет, вот мне нужно пойти вот туда попутешествовать. Тем более, если это УДО будет, то ты путешествовать не сможешь, потому что ты будешь под условным досрочным освобождением, ты должен там отчитываться, печать ставить в РУВД, вот я здесь, 10 часов дома, 6 часов ты должен, можешь только выходить, такие вот моменты есть же. За город можешь не выезжать, такие правила есть какое-то время, ты под присмотром. Жанна, сен айттың ғой 15 жас 16 жасымызда типа бәрімізде арман мақсат болды. Но по факту ты сейчас еще молодой. Получается, қазір сенде арман мақсат жоқ па, определенно бір цельға? То, чего, допустим, я хочу какие-то определенные, да, моменты, но конкретно если чем-то заняться, прям такого прям видимости нет. Тем более так смотришь, когда у тебя срок большой, вперед, слишком далеко до этого момента, пока ты будешь это совершать. Чем вот так вот в облаках летать, лучше ты подумай, как мне здесь жить, в этом моменте, как мне лучше сделать так, чтобы я, как сказать, не постарел здесь, да, зубы там у тебя не зачервели по максимальности. Там, чуть, как сказать, там с позовом не вышел, да, главное. Поэтому как-то пытаешься как-то настроиться здесь живи, здесь будь, и это тоже пройдет. Поэтому от этого очень далеко, так смотришь вперед, далеко же еще. Там бірдеңеден көріп қалар, Инстаграм, не знаю. Но намерение таково, чтобы если көрген адам, көріп, блин, все, я не буду, деп өзгеріп кетсе, блин, алхамдулилля, это такой схват вообще, вот этого хочется, да. Ну, я вообще сюда пришел, грубо говоря, из-за этого же. Хочу, ну, какую-нибудь помощь сделать же, чтобы те люди, которые на воле, не делали тех ошибок, которые сделал я. Вот. Надо ценить каждый момент. Даже элементарно цени хлеб. Цени хлеб, потому что я знаю, здесь даже хлеб другой же. Ты вот здесь попал сюда, ты ценишь даже хлеб. А хотя на воле, уходишь там, типа ничего не замечаешь, ты кукет ты, короче. Вот. Ну, так что лучше остановись, брат, и, как сказать, цени то, что есть у тебя рядом. То, что есть семья, есть. То, что близкие есть. Даже цени то, что у тебя там элементарный хлеб есть. Вот. И хоть это мелочи, да, но эти моменты я просто хочу довести, то, что вы цените, пожалуйста, это. Потому что этот момент может резко поменяться, и потом вы будете уже жалеть. Какой-то грамм портит вашу жизнь, да? Грубо говоря. Какой-то пакетик грамма. Какой-то пакетик, да. Грамм портит вашу целую жизнь, целую 15 лет, можно так сказать, да? Видите, тяжело не когда ты сидишь, а когда твой ребенок сидит. Сендер осы жақта бос уақыттарыңда баскетбол, футбол ойнайсыңдар, шахмат.
тағы да біз білмейтін заттар бар ма? Борьба проходит мероприятия. Часто приходят разные... Күрестен жарыс. Тоже келіп тұрады. Ну, такие мероприятия устраивают между всего лагеря. По баракам, по отрядам вот так вот проходят люди. И там первое, второе, третье место занимают, в виде поощрения дают, да, за хорошее поведение, за участие в мероприятиях. Где-то как свидание, да, такая даже хорошая вещь есть. Благодаря этому ты можешь с родными, с близкими увидеться. На таксофон ты можешь поговорить. Вообще по закону ты можешь там два раза в неделю, допустим, сходить, пообщаться по таксофону, так ты с родными общаешься. Но благодаря вот этим мероприятиям, которые администрация устраивает, как в виде поощрения, можешь целый месяц сходить. Вот так. Ну, там в зависимости, как сам администратор разрешит, как решит. Жаңа вопрос көбісі білмейді, жалпы саған жақындарың келу үшін олар күнде келе беруге бола ма, әлде аптасына бір рет? По закону, получается, раз в 2 месяца у тебя короткое свидание. Раз бір рет, 2 айда бір рет па? Короткое свидание, ты можешь 2 часа пообщаться с человеком вот так вот через... Как в фильмах уже видели? Ну, там как будто через телефонную трубку вот так вот общаться на 2 часа. Сейчас. И 1 раз в 2 месяца длительное свидание. Это получается, по определенную комнату выдают. Ты там можешь... Там кухня есть, туалет есть, там телевизор внутри есть, кровать специальная. Ты как в домашних условиях находишься с гражданскими, такая нейтральная территория. И 2 дня можешь с родными быть. Ну, там только чисто родные. Жена, мать, отец, ну, дети. А вот на короткое уже могут друзья прийти, да, дядя может прийти. Вот это уже позволительно. Ну, естественно, через заявление. Жаңа айтып жатсың, біз баскетбол, футбол деп вообще басқа темаға түсіп кетейін енді. Типа, осы жақтың несіне ғой енді. Маған интересно, типа, баскетбол, футбол деп жатсың, бірақ именно сенікі қандай? Типа, чем ты занимаешься? Баскетбол. Именно ты только баскетбол, да? Книги читаешь? Әрине, баскетбол. Футболды ойнаймын кейде. Кітап бәрін жасаймын негізінде. Тағы не істейсің? Нет, просто таңдайсың ба деген, типа баскетбол. По-любому баскетбол. Неге? Потому что мен мектеп кезінен бастап баскетбол ойнап тұрмын ғой, короче. Ух ты. Так должно быть, походу. Короче, походу, света не будет. Так, свет өшіп қалғанына байланысты біз сыртқа шығуға тура келдік. Мәжбүр болдық деп айтайық. Жалпы брат сұрақ мынандай. Как артисты вообще приходят к наркоту? Артисты так же, как обычные люди. Как обычный народ, который с этим встречается. Из-за компании друзей, из-за близких людей. Или как бывает же, следуя моде, да? Увидел где-то там какие-то определенные видео, либо сериалы. Но это в основном молодежь, да, так к этому причастна. Так легко поддается под влияние. К этому идут. Артисты, ну, не... Как вам сказать? Ничем не отличаются от этого. Поэтому сам так лично я с артистами особо в близких отношениях не был. У меня была своя компания друзей, своя студия, опять-таки своя компания, где я работал. Где я вот в основном только с ними и был. Ну, считаю, что вот так оно и проходит. Вот и в конце хотелось бы от себя сказать. Осы бүгінгі жалпы осы екеуміздің болған сұхбаттарымыздан кейін, интервьюларымыздан кейін саған қойылған сұрақтарға сен жауап бердің. Саған біріншіден айтар алғысым шексіз, көп рахмет. Екіншіден жалпы осыны көріп отқан жастар болса, құрдастар болса, жалпы наркотик ол жақсылыққа алып бармайды. Және де сенің жақсы адам болуың, жаман адам болуың ол сенің ортаңа байланысты. Сол себептен қазірден бастап жақсы ортаны таңдаңыздар, және де көп жақсы ақпарат, жақсы білім алыңыздар деп айтқым келеді. И енді сен енді осы темада болдың, көрдің, сенің басыңнан өтті, қазір соны түсініп жатсың. Өзіңнің атыңнан не айтар ең құрдастарға, жастарға, іні қарындастар, бауырларға? В первую очередь я бы хотел донести до людей вообще, почему я согласился давать интервью. Естественно, я хочу сказать многим молодежи, вообще народу, что наркотики, употребление, интерес к этому хоть раз, хоть два. С одного раза все и начинается. Ни к чему хорошему не приведут. Простых денег не бывает. Все, что ты сделал еще раз своими руками, потом поднимешь своей шеей, да, как говорится, своими плечами.
подумайте о своих близких, о своих родных, о своих родственниках, потому что кроме них у вас никто не останется. Да, будут ваши друзья. Думайте, что у вас 100, 200, 300 друзей, но никого из них не останется. Может быть, ну, даже меньше пальцев на одной руке. Ну, вот ко мне это сознание пришло, круг мой сузился, осознание пришло. Но, естественно, чтобы это все предотвратить, я вот обращаюсь к народу, обращаюсь и делаю так, чтобы меня услышали. 100 раз подумайте, прежде чем как что-то сделать. Подумайте о родных, своих и близких, еще раз говорю. Наркотики — это в любом случае зло. Ничего в этом хорошего или действенного нет. Быстрый кайф — это плохо. Лучше займитесь чем-то более полезным, нужным. Вот что я хотел сказать. Тебе тоже спасибо, Ажол, что пришел, что дал после стольких времени волю, да, сказать, выговориться, чтобы меня услышали. И вот так вот чуть-чуть поговорить, да, по душам, скажем так. Конечно, свет вы выключили, но ничего. Я вот был бы рад поговорить с гражданским человеком, уже вольным, да, человеком, так по душам, увидеться. Поэтому тебе тоже спасибо за такую возможность.